очень неудобно. По российским меркам, Как видите, в Америке, на мой взгляд, очень важно, чтобы они работали. прямо у выхода из дома. Нереальный движ. И из всех решеток начинает дуть. И, короче, мы ждем часик. На это надо дохерища денег. Поэтому в целом... Нас ждет американский подвох. Это будет большое и подробное видео, охватывающее 2 месяца нашей жизни в Америке. Поэтому усаживайтесь поудобнее, заваривайте чаек и приготовьтесь к приятному времяпрепровождению. В описании под видео будет спрятана навигация по всему видео, чтобы вам было удобно и легко после того, как досмотрите его до конца, вернуться и пересмотреть какие-то важные основные моменты или главы. А поддержать нас можно лайками, словами поддержки в комментариях и донатами на Бусти. Также, если вам нужна помощь в Америке, в частности в Сакраменто, например, принять ваш багаж из Мексики или откуда-то еще, чтобы вы проще и без лишнего груза прошли границу, возможно, принять ваши документы, или встретить вас в аэропорту, или после того, как вы уже окажетесь в Сакраменто, помочь вам с перевозкой вещей, так как у меня есть пикап, пишите мне в Инстаграме или в Телеграме. Итак, вводные данные. Речь пойдет об апартаментах. Это такие двухэтажные домики, каркасные, с квартирками внутри, которые только что и делают, как сдают в аренду иммигрантам и самим американцам. То есть, по сути, в собственность их не продают, только аренда. И с другой стороны, за вас все здесь делают. То есть вы можете спокойно только ездить на работу, возвращаться домой, ночевать, опять ездить на работу и быть уверенными, что мусор вывезут. Если что-то случится с вашей бытовой техникой, которая идет в комплекте здесь к апартаментам, если что-то с ней случится, то вам ее починят. И всякие тому подобные вещи, вам не надо будет вызывать никаких мастеров, только оставлять заявку менеджеру. На территории всех апартаментов есть рентал-офис. Именно в него вам и надо. Не бойтесь менеджеров. Вы покупатель, менеджер-продавец, который должен сдать вам апартаменты, между прочим, за немалые деньги. Также не клюйте на русскоговорящих менеджеров. Не всегда они вам сдадут жилье самое лучшее и за выгодные условия. А про условия смотрите дальше в нашем видео. Начать выбирать апартаменты вы можете с Google карт. Обязательно посмотрите сами апартаменты. Проверьте их рейтинг и посмотрите соседние улицы в режиме прогулки по ним, потому что это очень важно, чтобы вы могли оценить район, в котором вы будете жить, наличие каких-то магазинов, я не знаю, хороших дорог и отсутствие палаточных городков-бомжей. Да, друзья, и касаемо рейтинга, не стоит, наверное, смотреть строго на цифры, то есть там 4, 2, хотя в большинстве случаев, когда рейтинг у апартов 2 балла, 2,5, это полное дерьмо. Но почему здесь важный есть нюанс, что не только на цифры смотреть. Мы встречали апарты, хотя нет, давайте так. Когда зайдете в отзывы, читайте, очень важно, читать отзывы, не только рейтинг. То есть вот вы зашли, смотрите, вас вроде все устраивает, да? Заходите в отзывы, делайте сортировку по новизне, смотрите за последний год, чтобы там не было таких плохих отзывов про сами апарты. То есть, например, я встречал очень классные апарты, в которых мы недавно были в гостях, у которых почему-то на карте, я специально посмотрел, рейтинг 2,7. У наших апартов 4,5 или 4,3. Я такой думаю, как так? Там очень круто, там было очень круто. И я читаю отзывы, а там, ну типа, последние 10-12 отзывов негативные. Про менеджера, про то, что работают медленно, долго откликаются на всякие заявки. Я не спорю, что это важно, но я к чему? Мы к чему? К тому, что я и Полина бывали в таких ужасных апартах, где живут, к сожалению, где приходится жить, к сожалению, русским. Мы смотрели на них, ужасались, ради интереса заходили в отзывы, а там писали... Просто ужас, перестрелки, ограбления, кражи внутри апартаментов. И самое то, что меня поразило, писали про то, что на вашем крыльце ночуют бомжи. Потому что, что? Потому что территория не охраняется никак. Так что, друзья, очень важно почитать отзывы, ну и рейтинг, да? Итак. Очень важно, проверьте, ребята, чтобы ваши ворота в апартаментах закрывались и чтобы они работали, потому что мы сталкивались с таким, что ты на фотках видишь, как ворота закрыты, приезжаешь,
а они открыты, и апартаменты получаются просто как проходной двор. Обязательно это проверьте, чтобы такого у вас не было, потому что это очень важно. Но даже когда, казалось бы, все круто, у вас есть ворота закрывающиеся, это я сейчас просто поделюсь особенностью наших апартов. Возможно, у вас так не будет, и это абсолютно неважная тема, но есть прикол. Вот с этой стороны ворота закрывающиеся для машин, с этой стороны калитка для пешеходов. Казалось бы, все здорово, классно, да? Подходим к ней, нажимаем стандартно кнопку, открываем ворота и выходим. Но с обратной стороны нас ждет американский подвох. С этой стороны есть стандартно ключ, даже 2 ключа, но калитка ни одним из них не открывается. Зайти в апартаменты можно только через автомобильный въезд или выезд. Это поразительно. Соответственно, открыть ворота можно либо кодом, либо с кнопочного ключа, который нам дали. Кстати, 1. У нас очень зеленые апартаменты, поэтому в целом по ним даже очень приятно гулять. И многие гуляют с детишками, прям по территории. Прикольно, мне нравится. Еще, друзья, обязательно обратите внимание, часто однобедрумные апартаменты сдаются без сушилки и без стиралки. В нашем комплексе предусмотрены общие лаундри, у нас их 2. В них вы можете постирать и посушить свои вещи за денежки. Сушка $1.75, стирка около $2. На наш взгляд, это не очень выгодно и не очень логично, потому что, блин, капец, ты не натаскаешься с пакетами и с корзинками постоянно стирать вещи. Ну и, как по мне, это не особо гигиенично. Поэтому постарайтесь найти либо 2-бедрумные, либо все-таки 1-bedroom, но с сушилкой и стиралкой. А еще зона в центре всех апартаментов не всегда самая удачная, потому что в хорошую погоду здесь нереальный движ из огромного количества детей, собак и людей, которые гуляют бесконечно. А в плохую погоду здесь самый настоящий потоп. А еще у нас в апартаментах есть бассейн, и это очень хорошо. Вообще очень хорошо, когда есть какие-то активности типа тренажерного зала или бассейна, которые у вас бесплатные. Ну, включены в ренту, но бесплатные. Да ладно! Конечно же, Колюня пошутил, на самом деле у нас есть бассейн, но вот эти подтопления, это прям реальный косяк. А еще зона в центре всех апартаментов не всегда самая удачная, потому что в хорошую погоду здесь нереальный движ из огромного количества детей, собак и людей, которые гуляют бесконечно. А в плохую погоду здесь самый настоящий потоп. У каждых апартаментов есть свой ящичек с мейлом, куда будет приходить вся почта и весь бумажный спам. У нас еще есть балкончик, но мы пока не придумали, как его задействовать и украсить, в отличие от наших соседей. А еще в целом ощущение, как будто бы в своем частном доме, около которого прямо у выхода из дома парковка, потому что мы живем на 1-м этаже, и вот у нас прямо парковка, вот стоит мой трачок, прямо у выхода из дома. Дом по трачок, трачок по дом. Те, кто смотрели видеоролик на Бусти про первые шаги в Америке и их очередность, знают, почему жилье надо искать заранее, почему на это отложить достаточное количество времени, и почему это надо делать одним из первых шагов. Так вот, одна из причин, почему это надо делать, это то, что апартаменты к вашему заезду, после того, как кто-то съехал, будут готовить. И вот сейчас мы как раз видим, что у нас происходит именно это. Одни из арендаторов съехали, и после них сейчас красят апартаменты полностью, стены, потолок. Это только одно из действий, которые здесь делают. То есть здесь нельзя заехать на следующий день после того, как предыдущие жильцы съехали. Но прежде чем мы попадем внутрь, давайте перенесемся на 2 месяца назад, прочитаем с нами договор и подпишем его электронной подписью.
Друзья, мы сняли жилье. На это надо дохерища денег. Надо срочно, очень срочно работать, чтобы покрывать следующие месячные платежи. Но даже не верится, но у нас есть bedroom apartments In USA. in USA. Ура! Я сейчас отдельно буду записывать, как все происходило, много, потому что всяких нюансов, но пока это эмоции по горячим следам, которыми надо срочно поделиться с вами. Нам очень много помогали. Очень много Джордж помог, немного скостил депозитную цену, не знаю почему, не знаю как, но он ее снизил с 2400 до 1800. Ну да, 1600 и 200 то, что было в чеке прикреплено. Так что, тем не менее, на $600 каким-то образом скостил, и это круто. Очень круто. Это очень круто. Не 2400, 1800. Не знаю, как мы будем сегодня вечером спать. У нас нет ни кровати, ни матраса, ни постельного белья, ни одеял, ни подушек, ничего. Времени 1:30, пятница. Но это проблемы будущих Поли и Коли. А текущие Поля и Коля герои и молодцы. И у них есть дом. Они сделали себе дом с 11 до... в 11 часов где-то, в 11:15 мы приехали, и вот сейчас 1:30 мы все сделали. Уф, друзья! Круто. Уф! Вот столько у нас барахлишка набралось за эту неделю. Собственно, все коробки это продукты. Ну а нашего маленький чемоданчик и вон мешочек. Мешочек, да, 2 рюкзака. Тоже все продукты. Уф, все, лайтовый пока что переезд. Слава богу, что лайтовый, но за неделю это много. Ладно, поехали. Основное все перевезли. Рум-тур будет немного попозже. Пока могу показать гостиную с кухней. Вот оно прям со входа. Заходишь, и здесь такое веселье. И сейчас надо, как вы видите, квартира без всего. Сегодня, по сути, нам даже не на чем спать. Так что сейчас мы первым делом поедем в Икею покупать хоть какой-нибудь матрас. Пока без основания, просто матрас, чтобы было на чем спать, одеяло, наволочки, подушки и чуть-чуть посуды, хотя бы сковородку, кастрюльку, чашки, потому что нет ничего. Не экономьте, не покупайте посуду на первое время. В Marshalls можно купить отличную посуду за недорого. Например, отличные сковородки Тефаль, которые вы не захотите выкидывать через несколько месяцев. По сути, здесь только кухонный гарнитур, стиралка, сушилка, посудомойка, плита, холодильник, ящички. Все. Фух, веселье. Пятница, вечер. А завтра мне еще на первую работу, но об этом поговорим потом. Короче, навели мы суеты здесь с Полиной. Очень много людей в шоке. Ну ты пупс. Хоть на матрасы большие надбавки, не отображенные на ценнике, такие как налог штата, плюс налог на переработку, все равно это хороший, толстый и комфортный матрас. А на сне экономить не надо. Обзор апартов сделаем чуточку позже, а пока про отопление. Оно воздушное. В каждой комнате под потолком решетки воздуховодов. Любую можно перекрыть, чтоб не дуло. В коридоре термостат с управлением. Выбираем режим охлаждения или отопления и устанавливаем желаемую температуру. Включается кондиционер или электронагреватель воздуха, и из всех решеток начинает дуть, пока в помещении не установится заданная температура. Хоть все основные блоки и вынесены на крышу, здесь шумный вентилятор, и спать с ним не камильфо. Поэтому нагреваем помещение, выключаем и ложимся спать. В Америке есть очень интересная тема выставлять вещи бесплатно, которые тебе надоели, от которых ты хочешь избавиться. Например, сейчас мы нашли очень крутой кожаный диван с выдвигающимися подставками для ног. Он просто в очень отличном состоянии, я в него попробовал сесть, он очень приятный, очень мягкий, и он просто стоит бесплатно. Блин, но у нас новая проблема, нам не на чем его увезти. Все контакты, которые я нашел грузовичков, все заняты до вечера, а с этими вещами не работает схема, как забронировать, потому что они просто говорят, типа, кто первый заберет, тот и первый заберет. Я нашел одного человечка, последнего, то есть все остальные контакты вообще заняты, вообще никак. Один человечек сказал, что может через час приехать. Сейчас доделает небольшие дела свои и через час может приехать. Вот сейчас мы идем, Полиночка пошла договариваться, чтобы мы здесь пождали.
А план у нас такой, что просто здесь стоять час, грубо говоря, сесть на этот диван, не дать его никому забрать и дождаться грузовичка. Сейчас посмотрим, что из этого получится. Вот Полиночка пошла практиковать свой инглиш и договариваться. Ну, рассказывай, о чем договорилась, Кроха. Это мой был первый диалог с американцами. Короче, это так мило. Я договорилась забронировать стол и диван. И, короче, мы ждем часик. Вот. Нам разрешили ждать здесь машину для погрузки. Ура! Кроха договорилась, чтобы мы... Ну, как его, типа, забронировали? Как я это описал? Просто убрала объявление бесплатное с Фейсбука и сказала, что если мы останемся здесь и будем ждать здесь, то диван наш. Так что теперь у нас остается дело за малым, чтобы молодой человек, которого я нашел, нас не опрокинул, чтобы он приехал. Ну, в худшем случае, мой поручитель сказал, что может в 4 часа после церкви, после церковной службы. В худшем случае будем ждать его. Ну, вот это время... Сколько сейчас, Крох? Сейчас час дня. В худшем случае, ну, будем ждать, допустим, до 4, до 4:30 моего поручителя. Это будет наше время. Короче, диван получается, конечно, в любом случае не бесплатный. То есть заплатить за перевозку, плюс вот за наше время. Но сейчас я сижу в этом диване, он офигительный, друзья. Это он такой комфортный, такой плюшевый. Даже Крохе понравился, хотя она была против кожаного дивана, да. Вот, и, короче, в любом случае, я думаю, такой диван, ну, стоит, я даже не знаю, дороже 200-300 баксов. А мы сейчас потратим точно меньше них. Кстати, тумбочка эта в багажник тоже не влезла, слишком высокая. Ни так, ни сяк не влазит. А в салон пихать я не могу, машина не моя, кожаный салон. Слишком, мне религия не позволяет портить салон. Так что будем пытаться тоже запихать это в пикап его, или на чем он там приедет. А пока давайте перенесемся на 2 месяца в будущее, в декабрь. Да-да, мы только сейчас пошли заключать договор на электричество в наши апарты. Удивительно, но даже здесь есть интерпретер, переводчик. Через планшет его подключили специально для нас. Это просто удивительно. Я боюсь представить, какой объем работ был проделан в Калифорнии, чтобы внедрить в этих местах государственных и тому подобных русский язык, переводчиков на разные языки. С ума сойти. Парам-парам-пам! Сделали все очень быстро. Классное качество обслуживания, качество сервиса. Посмотрим, какие будут счета. Наш косяк заключался в том, что... Хотя он не совсем наш, он и отчасти у менеджера, потому что, когда мы заезжали в апарты, он сказал, что, так и оказалось, водоотведение, мусорка и тому подобное будут приходить в счет за квартиру вместе в программу, в приложение, в котором мы заключили договор и оплачиваем, через которое у апартов свое приложение. Но электричество надо либо подключить отдельно самим, либо, если мы этого не сделаем, они будут... Вот мы это все, вместе запомнили. Это не я что-то придумал. Либо, как он сказал, они будут считать, если мы не создадим аккаунт в компании Smooth, они будут считать его по средней, типа, ставке. Общий счетчик, да. И мы такие, окей, посмотрим первый месяцок, второй, пока есть куча других дел, нежели ехать в этот Smooth. Посмотрим, какие будут счета. Потом подключим этот аккаунт, посмотрим, насколько изменятся счета, будут меньше или больше, опять же, контент. И сделаем. Прошло 2 месяца, нам не пришло ни одного счета за электричество. Мы, как законопослушные, добропорядочные граждане, такие, окей, надо идти, ехать и делать. Вот узнали у него, куда ехать, чего, куда. Он сначала давал заднюю, говорил, типа, я не мог вам сказать, что у нас будет средний счетчик. Мы такие, ты нам не сказал инструкцию, куда ехать, мы же не знаем, куда. Мы только вчера узнали, что такое Smooth. Он такой... И в итоге сказал, куда ехать. И таким образом мы сейчас здесь подключили. Я не знаю, наверное, То есть, я не могу сейчас в этот видос ставить про жилье информацию, какие у нас биллы. Возможно, это будет какой-то отдельный видос. Друзья, напишите, что вам интересно про платежи, что я, возможно, не дорассказал в этом видео про переезд и про съем апартов, чтобы я сделал следующее видео про то, какие счета приходят за отопление, вот это воздушное, про которое я вам рассказал. Что еще интересно, чтобы я сделал вот отдельный видосик на 5-7 минут вкратце. Пишите в комментариях, пожалуйста. Ну а мы продолжаем. Есть небольшая сложность. Во-первых, уже час прошел, ждем человечка, пока не отвечает. Во-вторых, случилось то, что я стараюсь не допускать, но в этот раз я дал слабину и допустил. Это мы не договорились с ним четко о цене.
Нет, я его спросил, сколько будет стоить доставка. Он сказал... Он меня спросил, откуда, куда ехать, какое расстояние, сколько времени займет. Ну, видимо, сравнил с тем, где он живет. Ну, собственно, и сказал, где живет, соответственно. Я тоже посчитал расстояние, которое ему надо проехать с севера до нас, от меня, от этого дивана до нашего дома. От дома, сколько он до себя уедет. Ну, грубо говоря, посчитать мили. За него посчитать, сколько я готов за это отдать. Но я растерялся в тот момент, когда он сказал... Ладно, типа, уложимся очень быстро, в течение часа. Вообще там на самом деле работы на 40 минут. Тут ехать между адресами 15 минут, плюс ему там ехать 15 минут, плюс загрузить. Ну окей, час. Вот, он сказал, что возьму минималку, возьму там супер недорого. Ну, он, короче, немножко занят был, типа, позвоню потом, но адрес скиньте, я приеду. И вот в этот момент что-то я потерялся и не обсудил цену. Сейчас, пока его ждем, я звонил в мувинговую контору, где подрабатывал вчера. Там мне сказали, что за трачок небольшой обычно берут, ну, за такие переезды небольшие 3 часа, потому что, сами понимаете, типа, надо ездить, плюс трак до вас гнать, то есть просто так не на целый день, а на, там, ради 20 минут перевести диван никто не поедет. Поэтому берут за минималку. $400 за 3 часа. Я такой, так, ну если этот чувак скажет там пару сотен, это нереально. Потому что действительно окажется, что мне в мувинговой компании сказали, диван проще купить новый. Посмотрим, что скажет, потому что один из ребят, которых я просто прозванивал по номерам телефонов, сказал, что может поздно вечером, но это будет стоить $80. Соответственно, я буду отталкиваться от 80-120. То есть, видимо, грубо говоря, сейчас придется работать так, что я ему предложу 100, когда он приедет. Сейчас звонить не буду, чтобы не сглазить, потому что вариантов пока никаких нету больше особо. Скажу, типа, ну, вот 100. Если будет упираться, что-то плохо, то даже не знаю, что делать, потому что, ну, там, 150-200 отдать, это уже чересчур, это выше нашего бюджета. Я вчера заработал только 125. Ох, друзья, опять много болтовни, но простите, что еще сказать. Делюсь всем, что происходит. Доставка дивана стоила $80. Настолько мы договорились с молодым человеком Яковом на пикапе Ford F-150. Крутой диван. Ну что, друзья, за это надо выпить миндального шоколадного молока, которое еще и стоит дешевле, чем обычное молоко. Да, друзья, после России здесь очень много необычного. Поздравляйте нас в комментариях с нашим первым диванчиком, с нашей первой мебелью в квартире. За вас! Привет, ребята! Добро пожаловать в нашу трехкомнатную по российским меркам и двухбедрумную, то есть двухспальную по местным меркам квартирку буквально в 10 минутах от центра Сакраменто в классном районе. Сейчас обо всем подробно поговорим, все подробно покажу, какие-то плюсы, минусы, ее особенности, что сколько стоит, как здесь все выглядит. В общем, будет забавная концовочка видео. Спасибо вам, что продержались так долго, ведь вы сейчас смотрите этот момент. Значит, вы продержались примерно 20 или 30 минут повествования про все апарты, про весь наш переезд. Спасибо вам за это, и теперь изюминка, вишенка на торте. Сама квартирка. Ее площадь составляет 875 square feet, или 82 квадратных метра. Обходится она нам в $1825 в месяц, без коммунальных платежей. О них, видимо, снимем какое-то отдельное видео. Пишите в комментариях, что вам еще интересно узнать, о чем я недорассказал. И совмещу это я вместе с ценами на коммунальные платежи, на электричество, на вывоз мусора и на тому подобное. Жду вас в комментариях. Начинаем со входа. Это прихожая, если ее так можно назвать. Но в этом-то и первая особенность заключается в том, что нет как таковой никакой прихожей. Я думаю, что загвоздка в том, что у американцев не принято снимать обувь, и они в основном ходят по дому в обуви. Поэтому и нет как таковой прихожей, типа, ну, просто в обуви везде. Для нас же, для русских, как Полиночка говорит, типа, ну, хотелось бы какой-то коридорчик, где можно всю обувь разложить, сложить, да, какие-то шкафчики. Ну, окей, если шкафчики можно поставить самим,
Да, блин, в принципе, ребят, я не знаю, лично для меня этой прихожей как таковой хватает, нежели чем топтаться в узком коридоре, особенно вспоминая хрущевки, когда у тебя обувь, ты заходишь, складываешь обувь при входе, а тут же проход в туалет или там куда-нибудь на кухню, и ты ходишь через эту грязную обувь, особенно по весне, когда снег тает и вся грязь. Так что для меня здесь вот этот огромный большущий угол, в котором можно составить обувь и шагнуть на ковер, для меня это вполне приемлемо. Но все-таки запишем в особенность. Прихожей для обуви нет. И вообще у них по проектам здесь стоит просто телевизор. Мы пока так и никак ни в какую не придумали, как здесь все организовать, чтобы удобно складывать обувь, чтобы удобно раздеваться, разуваться и не ступать в грязь. Если у вас есть какие-то советы, лайфхаки, как организовывать прихожую, напишите, пожалуйста, обязательно. Очень будет интересно послушать ваши советы. Но пока у нас здесь такой небольшой уголок бардака, потому что к машине досталась пара запчастей в коробках. Плюс у нас тут неудачная покупка бэдфрейма. Хотя нет, он бесплатно нам достался с маркетплейса. Это бэдфрейм. Основание для кровати, в общем, должно было быть, но с ним у нас не все гладко получилось. Поэтому пока у нас здесь и небольшой склад обуви, и небольшой склад всеразличного барахла. Прихожая перетекает в гостиную, в living-room, который по американским меркам не входит в счет комнат. Поэтому у нас 2 bedroom апартаменты. Это полноценный зал, по российским меркам просто огромный. Здесь в уголке зала у нас расположен роутер с интернетом, Wi-Fi, который стоит, во-первых, $55 в месяц. Ого, ничего себе заявочка, да? Во-вторых, подключается он очень необычно. Это следующая особенность всей этой жилищной темы Америки. Во-первых, он подключается другим кабелем. Мне это показалось более надежно, более крепко, такой круглый, не витая пара типа с защелочкой стандартная, как в России, а круглый, с закручивалкой, как гайкой, вообще фиксируется в роутере очень круто. Во-вторых, подключение его забавное, не надо ждать мастера. Ты просто заключаешь договор, там в течение 30 минут, грубо говоря, тебе устанавливают приложение, у нас интернет Xfinity. Ты приходишь домой, подключаешь роутер, проводом в стену, потому что уже, грубо говоря, в стены все провода заведены, и у тебя как розетка торчит один конец штекера, в который ты втыкаешь другой конец штекера, подключаешь его к роутеру, запускаешь приложение, в приложении сканируешь QR-код роутера, вводишь там, по-моему, свой логин и пароль, логин и пароль, собственно, к своему аккаунту, и в течение, грубо говоря, часа, там в течение 15 минут проходит проверка подключения, приложуха все настраивает, и еще примерно 45 минут занимает активация интернета, что-то там само все делается. В общем, это очень похоже на всю технику Apple, то есть там какая-то магия сама происходит, тебе пару кнопочек только надо нажать. Здесь абсолютно так же. И на мой взгляд, это удобно. Даже если не удобно, то это, по крайней мере, прикольно и необычно. То есть не надо ждать. Вот я помню, мы в Москве подключали Ростелеком, делали заявку, на следующий день или через 2 дня, по-моему, на следующий день приходил мастер, что-то там подключал, какие-то провода где-то, чего-то как-то. Здесь ты просто пришел, воткнул, открыл приложение, подключил, настроил, просканировал QR-код. По сути, пара часов в рамках дня, и у тебя дома интернет. Прикол. Также эта комната плавно становится кухней и столовой. Кухня — это прям моя огромнейшая любовь в этой квартире. Во-первых, здесь супер много мест для хранения. Здесь везде есть полочки, вот прям вообще везде. Я это обожаю. Во-вторых, электрическая плита, да, она электрическая, не газовая, как практически во всех домах и апартаментах, но в сравнении с Россией она работает моментально, прям в секунду у меня все начинает гореть, прям действительно гореть, шкварчать, и я даже ее не включаю на максимум. Еще моя любовь — это духовка, в нее влезает 2 листа, то есть можно поставить горячее и картошечку отдельно, либо целую индейку, прям американский размер. Еще то, что нас поразило вместе с Колей, это измельчитель, который находится в раковине. У нас был стереотип, как и у многих русских, что в измельчитель можно засовывать кости, я не знаю, косточки от авокадо, от персиков, да вообще все подряд, что ты не можешь выкинуть. Но, друзья, на самом деле это не так. Существует такое мнение, что измельчитель нужен для того, чтобы, когда ты занимаешься сортировкой мусора, ты не можешь
выкидывать грязный пластик. Обязательно нужно счистить всю еду, помыть пластик и отправить пластик на переработку. Так вот, счищенная еда накапливается в измельчителе, пока ты его не включишь вот этим вот выключателем вместе с водой. Все, что там накопилось, перемолится буквально прям в труху, в ноль и отправится в канализацию. Но вот кости и все жесткое нельзя туда закидывать, потому что он просто сломается. И, наверное, последнее — это посудомойка. Господи, насколько это идеальное изобретение для жизни. Мы ей пользуемся постоянно. Она отмывает лучше, чем руки, она прокаливает еду, тарелки просто скрипят, это безумно удобно. И ночью, когда дешевое электричество, ты ее просто загрузил и пошел спать, она все за тебя помыла. И с утра к завтраку у тебя красивые стаканчики. Столешница, она в наших апартаментах каменная. Наверное, это натуральный гранит. Обожаю. Она блестит, на ней не видно мусор, и ее безумно легко мыть, потому что она прям такая гладенькая-гладенькая. Наша кухня достаточно светлая, потому что находится напротив окна. Обращайте внимание при выборе апартаментов на кухню, если вы будете готовить дома, а не питаться постоянно в кафешках. Мы видели разные кухни в различных закутках, в каких-то поворотах, непонятно, где нет естественного света от слова совсем. И потолочного светильника вообще там недостаточно, там ужасно темно, как в каком-то подвале. Поверьте, готовить там, ну, не самое приятное мероприятие. Если вы семья, а не одиночка, то, и на мой взгляд, очень важно, чтобы ванная комната была разделена на две части, чтобы туалет с душем закрывался отдельной дверью, и чтобы была раковина с отдельной дверью, грубо говоря, чтобы один мог мыться или сходить в туалет, а другой мог чистить зубы, умываться и еще там что-то делать, бриться, например, потому что все-таки, когда вас несколько человек, тем более у вас несколькокомнатная квартира, я думаю, психологически все-таки вам будет в итоге не просто, если у вас будет совмещенный санузел. В нашем случае, так как был такой строгий критерий, вот у нас разделенная на две части ванная комната, чего и вам рекомендую найти. Можно опять же сказать, что нам повезло, но как уж есть. Лейка, которая обычно в Америке просто присобачена намертво и не двигается ни туда, ни сюда, у нас со шлангом, который в итоге можно снять и мыться как тебе удобно. Еще забавная особенность вокруг ванны, если обычно в России это выкладывается зона плиткой, от воды, от всего такая крепкая. Видите это белое? Это просто пластиковая декоративная такая штука, под плитку, естественно, но просто пластик, который наклеен поверх гипсокартона. Я это встречал уже кучу раз, и когда стал на это обращать внимание, заметил, понял, что оно везде у всех просто тупо пластиковое. И, по сути, это все рассчитано на то, чтобы легко отрывалось, легко заменялось. Почему это все так сделано, чуть-чуть позже скажу. И тут же еще одна забавная особенность, это ванна всегда стоит на полу. Если там в России опять же принято ее держать на ножках и под ней, чтобы можно было организовать какую-то зону хранения, что, будем откровенны, удобно, если ее поддерживать, особенно в чистоте, сделать там полочки, ящички. Здесь ванная стоит просто тупо на полу. Зато у нас есть свои стиралка и сушилка. Сушилка — это мега суперская вещь. Я таким никогда не пользовалась в России, это безумно удобно. Все постиралось, ты это достал, тут же загрузил, выбрал тебе нужное время или температуру, неважно. И через буквально там, я не знаю, полчаса, 40 минут максимум у тебя сухие, самое главное, безумно тепленькие вещи, которые очень приятно надевать. Еще одна особенность: сушилка и стиралка достаточно простенькие. Ну, то есть здесь управление вообще минимальное. Я думала, что здесь ничего не будет тестироваться, но в совокупности с местной химией, с теми же тайдами, ариэлями, да чем угодно, отстирывается все просто бомбически. Ну, то есть вещь, она, я не знаю, она чище, чем в Америке никогда не была, мне кажется. Это очень классно, мне это очень нравится. По крайней мере, нам кажется, что химия в Америке действительно лучше.
чем в России. Она отстирывает все за 5 секунд, и у меня на нее нет аллергии. А еще здесь прикольная из коридора в целом ванную дверь с вот такой решеточкой. То есть она как бы не просвечивает, потому что она направлена снизу вверх, но на самом деле это решетка. И когда моешься, и двери все закрытые, внутри все равно создается приятный микроклимат, потому что, я думаю, всем приятно выходить из душа в теплоту. Но нет обилия пара, не запотевает зеркало, и в целом как бы выходить легче. Но выходишь в тепло, если вокруг везде прохладно. Вот я про что. Тоже прикольное решение. Двигаемся дальше. Выходим из ванны, попадаем в небольшой коридорчик. Здесь у нас стык между, собственно, двумя спальными комнатами. 2 bedroom апарты, напоминаю вам. Итак, здесь у нас есть большой шкаф для хранения и 2 небольших, в которых я храню видеооборудование. По сути, в этом шкафу мы оставляем верхнюю одежду, в которой зашли через зал с улицы. И здесь же у нас спрятан центральная климатическая установка, по крайней мере, ее основные блоки управления. Я думаю, в этом вопросе точно не может быть хейтеров, несогласных с тем, что такое количество всяких ниш для хранения, которые уже есть, это очень удобно. Из этого коридорчика попадаем во вторую спальню. По сути, это что-то типа детской. Мы здесь организовали с самого начала, собственно, поэтому 2-бедрумную и сняли квартиру, а не однушку, чтобы сделать здесь комнату для Полининой практики, чтобы она здесь занималась с детками частной практикой, русским языком. Здесь же у нас еще одна... Здесь, по сути, своя гардеробная в спальне. Это очень круто. В каждой спальне своя гардеробная, свои шкафы, встроенные в стену. Здесь же большущее окно, практически в пол, на такой типа балкончик, закуток, внутри которого можно обустроить себе что хочешь, как хочешь. Ну вот так. По сути, зелено, нормально, уютненько, и так как здесь не проходной двор, о чем мы говорили, что здорово бы выбирать апартаменты, которые не будут проходным двором. Вот благодаря этому всему и получается, что уютненько, тихо, хорошо и вроде как никто тебя особо не видит. И самое время отметить еще парочку интересных особенностей американщины. Как видите, нет никакого общего потолочного света нигде, кроме коридорчика и кухни, ну ладно, и ванной. Во всех спальнях потолки абсолютно пустые, есть лишь розетки, в которые ты подключаешь напольные светильники. И забавно здесь то, что в каждой спальне есть выключатель. Поначалу мы не могли понять, для чего выключатель, ведь света нет. Но в каждой спальне одна из розеток, которая проектировщиком задумана, что будет располагаться эта розетка, что будет около спального места, куда вы поставите кровать, диван или матрас. И эта розетка включается, выключается выключателем. Соответственно, ты в эту розетку подключаешь светильник, включаешь его, на нем кнопочкой, да, на каждом светильнике есть, на напольных светильниках есть кнопка включения-выключения. Ты его включаешь, чтобы он сам по себе работал всегда, но выключаешь и включаешь его уже непосредственно выключателем. То есть получается, как будто бы все привычно. Ты заходишь в комнату, щелкаешь выключатель, у тебя включается светильник. Только включается он как бы с розеткой. И следующая особенность, это здесь везде постелен карпет, который после того, как вы съезжаете, его заменяют на новый. Вот это такая еще одна из особенностей, про которую были отсылки раньше в видеоролике. Почему, опять же, нельзя быстро заехать? Потому что после вас перекрашивают стены, меняют бытовую технику, меняют напольное покрытие, карпет, он же что-то типа ковра. Это принято, это так принято делать. Опять же, по сути, про карпет, если говорить, потому что принято ходить в обуви в Америке. Вот вы съезжаете, этот карпет вместо того, чтобы отмывать, надраивать, его меняют. Либо недобросовестные какие-нибудь лендлорды, может быть, его адски химчистят. Вот такая особенность. Просто все, что можно снять, переделать. Про ванну я вот вам говорил, да, это покрытие вокруг ванной, вокруг душа. Оно, по сути, тоже, мне кажется, легко отдирается. Меняется ванна и вот это защитный уголок под плитку, под кафель. Тоже меняется, вставляется новое, это выбрасывается.
Ай. С одной стороны забавно, с другой стороны, если думать об этом как о новом мусоре, появляющемся на каких-то свалках, которые, по сути, никак не переработать. Ну, как перерабатывать ванну, вот эти ковры? Я не представляю. Если это реально как-то можно перерабатывать, если это перерабатывается, напишите в комментариях. Может быть, я такой безграмотный и зря пессимистично на это смотрю, но кажется, что это просто безумные дополнительные горы мусора. Ну, вот такая особенность. Переходим в основную спальню, в спальню номер 1, в которой мы спим. Это, собственно, матрасец из Икеи, который мы так ни на что и не примастерили, но из-за того, что он хороший, спится на нем здорово. Светильничек, который включен в розетку и, по сути, включается выключателем отсюда, со входа, как видите. Удобненько. Опять же, карпет, плюшевая дверь, потолок без каких-либо светильников, все стандартно, как я вам и говорил. Просторная, ничем не примечательная спаленка, кроме того, что, опять же, своя гардеробная, только на этот раз большущая, она много, она больше, чем в той комнате. Вот, смотрите, какая красота, нам очень нравится, по сути, все вещи раскиданы сюда. Ну, естественно, плечиков не было, плечики мы уже сами покупали. Ну, вот так, 2 полки, 2 трубы для плечиков. Сюда мы шкафчик бесплатный где-то на маркетплейсе нашли, взяли, привезли для носков, трусков, для носок, трусов и тому подобное. Здесь обувь храним в пакетах, в мешочках. В принципе, вот так оно. Прикольненько работает, нам очень нравится. Хорошо, что везде по периметру есть розетки. 1, 2, 3, 4, 5. Везде розетки, это очень удобно. Также нам опять повезло со сторонами света, на которые выходят окна из наших апартаментов. Это северная и восточная. Часть квартиры выходит на северную, это зал, вход, собственно, с северной стороны, и 2 спальня. Наша спальня, первая основная, выходит на восток. Чем это прикольно? Восток, когда холодно, да и в принципе на востоке встает солнце. Очень прикольно просыпаться, если ты ложишься рано и встаешь рано, просыпаться вместе с восходом солнца. И особенно прикольно в холодную погоду, как сейчас в декабре-январе, потому что без включенного отопления на ночь, повторяю, мы его выключаем, чтобы экономить электроэнергию, чтобы не слышать этот шум. И в принципе этого достаточно. Так вот, на востоке встает солнце, оно начинает рано светить в эту спальню. Солнце в Калифорнии такое даже зимой жарковатое, и здесь достаточно быстро становится тепло. На северной стороне, конечно, есть минусы, то, что сейчас северные ветра холодные оттуда дуют холодом, и в эти тонкие американские окна, которые еще и со щелями, они, конечно же, продувают, но центральное отопление воздушное с этим, в принципе, справляется. И я это все подвожу к тому, что вот это разнообразие и совокупность северной и восточной стороны очень круто. Я жил там, где окна выходят только на запад, там, где выходят только на юг. Это печально. На западе, в частности, что я точно помню, это печально летом, когда солнце садится. Оно садится очень долго, и после обеда оно в основном греет западную сторону, и у вас весь вечер жарко. Вы ложитесь спать, и у вас жарко, приходится включать кондиционеры и тому подобное. Восточная сторона, солнце посветило до обеда, даже где-то часов в 11 оно уже уходит на южную сторону, и всю оставшуюся часть дня здесь комната, потихоньку охлаждается. Южную сторону я не люблю, потому что там просто постоянно солнце, и летом это солнцепек. Но, конечно же, в идеале, если у вас частный дом или такая супер квартира, которая выходит на все стороны света, в этом плане, конечно, круто. Но если говорить об апартах, то вот мой совет, и сам же я для себя на будущее это буду иметь в виду, запишу это себе в чек-лист, что надо проверять, что мне важно, так же как светлая кухня, большие окна, а не вот эти маленькие бойницы под потолком, как бывает тоже периодически, и чтобы окна выходили в идеале на север и на восток. Вот, еще один вам советец от Калюни. И отдельная история с американским электричеством 110 вольтами.
Ноутбуки, телефоны, все работает нормально. Но вот зубные щетки электрические, моя электрическая бритва, батареи для камеры заряжаются просто отвратительно. Зубная щетка, которая в России заряжалась, грубо говоря, за ночь, здесь заряжается в 3 раза дольше. Самая печаль, почему-то с бритвой, с электробритвой Panasonic, поэтому я практически сейчас не бреюсь, если в России она заряжалась 12 или 14 часов, здесь она заряжается 5 дней. 5, сука, дней. Я не знаю, с чем это связано, в чем там отличие этих зарядных устройств, почему ноутбук как-то умно переходит на 110, на 220, и по сути ты просто воткнул переходник, и все нормально, все обычно. Но почему вот эти приборы заряжаются так долго и работают как будто хуже, как будто их на меньше хватает? Это очень странно. Поэтому, наверное, я все-таки не рекомендую вам при переезде брать с собой вот эти все бритвы, фен, зубные щетки электрические, вот такую технику, а лучше купить здесь, потому что она здесь и дешевле, и вам не надо будет морочиться с переходниками на российские, европейские вилки, и вам не надо будет запариваться с тем, что это заряжается очень долго. Ну и я считаю, что раз оно так заряжается, раз оно как-то не так работает, что, скорее всего, и аккумулятор тоже от этого портится. Не знаю, можете меня поправить в комментариях, но в любом случае это неудобно. Очень неудобно. На каких условиях арендовали мы? Во-первых, очень хорошо и вежливо пообщались с менеджером. Через Google переводчик, проблем с этим никаких не возникло, поэтому, как мы и говорили, не бойтесь англоговорящих менеджеров. Не надо вам искать апартаменты, где обязательно должен быть русский менеджер. Вот у нас и английского языка по сути никакого, и вот мы здесь, у нас англоговорящий менеджер. Затем мы показали наши загранпаспорта и выписку с карты, на которой баланс равен примерно 6 платежам за аренду. Также оплатили проверку, $53 за каждого человека, успешно прошли эту проверку, и затем уже внесли депозит, равный $1800 и $600 аренды за остаток месяца, потому что мы въезжали примерно в середине октября, поэтому мы не платили целую сумму. Это очень удобно, кстати. Ну что, друзья, спасибо, что осилили это видео, спасибо вам большое за просмотр. Не забывайте ставить лайки под этим видео, ведь вам все понравилось. Если что-то не понравилось или вы просто хотите нас поддержать и помочь нам, как мы и говорили в самом начале ролика, пожалуйста, оставляйте комментарии под этим видео. Жду ваши лайки, жду ваши комментарии, жду вашу поддержку на Бусти донатами. Ну и если мы что-то недорассказали из того, что вам хотелось бы знать, пожалуйста, тоже смело пишите в комментариях, или пишите мне или Полине в личку, потому что, мы будем снимать дальше подробные, подобные видосики, и нам интересно знать, что вам интересно о нашей жизни. Соответственно, помогите нам с этим. Пишите оставшиеся вопросы, пишите, что хотелось бы вам знать, что мы недораскрыли, недорассказали, и мы обязательно это сделаем. Пока, ребята! Увидимся в следующих выпусках и увидимся, жду вас в Америке! Нет, только не на камеру, покажи свое ружье, которое ты купил. Где оно у тебя? Что? Какие покупки первые появляются у иммигрантов? Я думала, ты меня. Друзья, кто не поставил лайк под видео? Хорошо. Я думаю, это было круто. Ну, конечно, кошка молодец. Что тут еще?